В Республике Ингушетия успешно завершилась шестилетняя федеральная целевая программа развития. Выросло сельхозпроизводство, промышленность, строительство жилья и другие секторы. Об этом сегодня глава Ингушетии Юнусбек Евкуров докладывал президенту Владимиру Путину. Сейчас он гость нашей студии. Юнусбек Бамангиревич, здравствуйте. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Что это за производство новое, которое открывает Ингушетия? Наш ответ санкциям, часть нашего импортозамещения. Что будут производить эти заводы? Добрый вечер. ФЦП принималось еще до того, как были санкции, и меры тоже, в том числе по развитию своего производства, тоже принимались до того, как были санкции. Сегодня мы успешно завершили федеральную целевую программу. Там не только производство, потому что это довольно серьезный блок социального характера, потому что и объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Ну, особо важно, конечно, как вы подметили, производство, которое позволяет нам сегодня снизить дотационность и иметь свою продукцию. Агропромышленный комплекс – это один из таких ярко выраженных факторов, который мы развиваем. Следующее направление – это в целом промышленность. Мы уже к концу прошлого года завершили, и в этом году открываем два предприятия. Это швейное производство, на первом этапе это более 400 рабочих мест, и завод по энергосберегающим лампам, в том числе там же производство пасты. Это почти 250 рабочих мест. Плюс при поддержке фонда промышленности, в том числе построен завод радиаторных батарей, который тоже мы открываем буквально тоже в течение 2 месяцев. То есть вот такие производства, в том числе, они, конечно, позволяют сегодня рабочие места создавать и иметь свою продукцию, которая будет рентабельна не только на юге России, но и в целом стране. Вообще в 2016 году доходы регионального бюджета республики выросли до 39%. За счет чего? Разные секторы. Конечно, здесь больше надо сегодня подчеркнуть, что мы довольно серьезно делаем упор по налогам, по сбору налогов с тоже мало-средних предприятий, где нужно было бы давать какие-то определенные преференции. Но, тем не менее, у нас бюджет такой, что нам необходимо все-таки его пополнять. Но по всем направлениям. И плюс вот то, что я говорил, открытые объекты, которые мы построили по линии федеральной целевой программы. Уже успешно работают ряд предприятий, в том числе завод полимерных труб, который дает уже доходы в бюджет. Но сельхозпроизводство, которое тоже дает доход. То есть эти доходы, в том числе те индикаторы, которые закладывались в федеральную целевую программу. В ноябре прошлого года вы отправили в отставку правительство республики. Кто пришел на смену? Какие вы ставите перед новым кабинетом задачи? И что главным образом должно поменяться с приходом новой команды, на ваш взгляд? Ну, в принципе, к власти пришли тоже новый состав правительства. Это не посторонние люди. Они работали в разных секторах экономики, в том числе. Они не с нуля откуда-то появились. И тем более, когда мы говорим про министров, когда мы говорим про, тем более, председателя правительства. Но новая команда что сегодня должна делать? Мы где-то, наверное, я так думаю, что процентов даже на 60 обновили или обновляем команду. Там 2-3 перестановки сейчас осталось делать. Но в целом новая команда, сейчас задача новой команды, это больше сейчас делать упор на экономическую составляющую республики, а не на социальную. Продолжить социальный блок, но больше всего делать на экономику республики. И с таким расчетом мы, в принципе, отправляли предыдущее правительство в отставку и набирали новую команду. А на какую помощь федерального центра, в каком размере рассчитывает республика в этом году? И на что собирается потратить эти деньги? Да, нет такого ярко выраженного, на что мы рассчитываем в плане, я имею в виду, на какую помощь. Те дотации и средства, которые выделяются на сбалансированный бюджет, они выделяются. Здесь огромное спасибо Министерству финансов, что поддерживают и помогают и в целом правительству Российской Федерации. Сейчас одна из таких задач – это единственный указ пока, который мы не можем выполнить, это 100% обеспечения дошкольными учреждениями детей республики. Почему? Потому что для Ингушетии, чтобы эту задачу выполнить, нужно построить более 45 дошкольных учреждений. Вот по этому вопросу мы тоже обратились, и я думаю, что нам окажут помощь в этом деле.
А в остальном, я думаю, что республика, не думаю, уверен, что мы будем справляться. Тем более мы уже участвуем в программе развития, стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа, в той части, которая выделена для Республики Ингушетия. Поэтому, ну и в других госпрограммах, которые есть. Поэтому у нас есть возможности и за счет собственных доходов, и за счет бюджета федерального, который нас будет поддерживать, решать задачи, которые перед нами стоят. А какие у вас были показатели по рождаемости в 2016 году? Мы по рождаемости, например, в 2016 году это уже процент по отношению к 2015 году был меньше. Зафиксировано. В том числе там был ряд причин, в том числе выезд за пределы республики по процентам соотношения. И 9 тысяч детей, чуть больше 9 тысяч детей за 2016 год. Но с учетом того, что мы вводим в этом году детскую больницу, уже ввели, и она в строй введена, уже запускаем ее в полную мощность, и в марте месяце вводим в строй перинатальный центр, я думаю, что уже роженицы с республики не будут приезжать за пределы, и то количество детей, которые рождаются, они уже в процентном соотношении больше будет уже. Иными словами, это статистическая погрешность только на период родов ваших женщин, которые возвращаются потом, и коэффициент, на ваш взгляд, по оценкам выше. А как обстоит сейчас ситуация с безработицей? Сколько безработных в Ингушетии? Как, вот, в частности, открытие этих новых производств поможет? Сколько людей будут трудоустроены благодаря этим новым предприятиям? Вот благодаря именно федеральной целевой программе в сфере и социальных проектов, я имею в виду объекты здравоохранения, образования и так далее, в сфере и экономически важных промышленных проектов, мы создали более 7 тысяч рабочих мест. И в процентном соотношении, если регистрируем безработицу в 2009 году буквально была там 24 или 26%, то на сегодняшний день это 14% регистрируем безработицу. И мы планируем, с учетом тех планов, которые у нас сегодня есть, до конца 2017 года снизить этот процент до 9%. То есть регистрируем безработицу. Да, конечно, по сравнению с другими регионами большая, там мы, к сожалению, на первом месте по этому поводу стоим по безработице. Но, тем не менее, я должен сказать, что с каждым годом мы его существенно сокращаем. И в том числе в эти вот годы, санкционный период, республика, опять же, в числе тех регионов, которые сокращают, не наращивают безработицу, а сокращают безработицу. Эксперты еще также отмечают дефицит квалифицированных рабочих кадров на Северном Кавказе в целом и вообще по стране. Как обстоит ситуация в Республике Ингушетия именно с людьми с высшим образованием? С высшим образованием хватает людей, но при этом смотря какое образование. Почему? Потому что была мода, когда вся молодежь или родители, так будем более точно будет, заставляли или направляли детей учиться по 2 или 3 профессиям. Это экономисты, это юристы, это финансисты. И больше другого не видели. Поэтому сейчас каждый второй, он с дипломом в кармане вот именно этого профиля. Почему и не могут себя найти в бюджетной сфере. При этом у нас тоже, так же, как и в других регионах, мы не отличаемся особо тем, что у нас нет дефицита кадров. Конечно, есть дефицит кадров, но мы находим возможности, в том числе, вот в частности, построен перинатальный центр. Там, конечно, нужны кадры со стороны. У нас есть умные, грамотные специалисты, но это единственный объект, первый объект в республике. Поэтому мы туда пригласили специалистов со стороны, аж с Хабаровского края. Например, если брать онкодиспансер, который мы тоже построили, там самое совершенное оборудование, туда тоже мы пригласили специалистов со стороны, которые имеют довольно хороший опыт, там 10-летний, 15-летний опыт работы в такой сфере за пределами, в других регионах России. Они тоже будут работать, учить наших специалистов, натаскивать. И то же самое, если брать там тот же завод по энергосберегающим лампам или завод полимерный. То есть там, где у нас не хватает своих специалистов, мы набираем команду других регионов, заключаем с ними договора. Они год, 2, 3, сколько необходимо, работают, натаскивают наших. Ну и параллельно мы отправляем, если взять тот же перинатальный центр,
детскую больницу, онкодиспансер. Порядка 400 специалистов наших, которые уже по третьему разу поехали, поучились, постажировались, вернулись назад. То есть они уже готовые специалисты. Поэтому, конечно, мы по-разному подходим к этому вопросу. Но здесь надо подчеркнуть роль и место Министерства по делам Северного Кавказа и Северо-Кавказского федерального университета. На базе Северо-Кавказского федерального университета закладывается, уже заложено то, что подготовка, переподготовка специалистов в той сфере, которой нам сегодня не хватает, там, где есть дефицит кадров, будет проходить на базе Северо-Кавказского федерального университета. Это тоже большой плюс. И именно обучать, готовить специалистов и студентов, в том числе принимать туда по тем профессиям, которые нам перспективы там, на 5-10 лет по программе, которую мы сегодня выстраиваем, нужны будут. Коль уж вы упомянули энергосберегающие лампы. Северо-Кавказский регион, к сожалению, лидирует по числу задолженностей в энергетическом секторе. Какая обстановка в Ингушетии? Должна ли Ингушетия федеральному центру сейчас по счетам за электроэнергию? Ну, здесь двояко это все. Почему? Потому что у нас есть у глав региона есть свои по этому поводу и претензии, и свое мнение. В том числе те долги, которые на нас висят, их надо ревизировать, их надо проверить, посмотреть и определить, да, через эти конкретные долги. Почему? Потому что по-разному они накапливались в те годы. Но, тем не менее, с каждым годом мы наращиваем потенциал по сборам платежей. Там, в частности, в Ингушетии в этом году мы вышли там где-то на 67% по сборам платежей. Да, это не 100%, мы не работаем. Но по линии, по системе ЖКХ оплата в Ингушетии в этом году 100% задачу выполнила, то есть по оплате. Конечно, мы работаем над этим направлением, и более чем серьезные правкомиссии проводит лично и Дмитрий Анатольевич Медведев. И 27 декабря правкомиссия была, очередная правкомиссия, потому что в частности по этому вопросу будет и в марте месяце. Довольно серьезное протокольное поручение по исправлению этой ситуации. Мы работаем, наращиваем потенциал, в том числе взаимодействие с энергопоставляющими компаниями, в том числе и Россети, и Газпром. И я думаю, что в этом году ситуация будет на порядок лучше. Тем более Дмитрию Анатольевичу дано поручение, и это поручение уже исполняется в плане ревизии всех долгов и определиться, кто на каком этапе и где виноват. И списать те долги, которые необоснованно навешаны на регионы. Ну, я не могу не упомянуть после нашего разговора о внутренних проблемах и темах России. Главную международную проблему сегодня – это терроризм, который приобретает все более изощренные формы с каждым днем. И уже пришел и в самое сердце Европы, и мы видим, какими методами работают сейчас террористы, что зачастую им и не нужна особая подготовка, достаточно иметь водительское удостоверение, сесть за руль автомобиля и раздавить толпу людей. Ингушетия – горячая точка на карте России в плане пресечения у дальних наших форпостов, террористов, лагеря подготовки террористов. Какая сейчас картина, что происходит из того, из работы спецслужб, о чем мы не знаем, что не доходит, слава богу, не доходит до новостей? Ну, к счастью, Ингушетия уже не горячая точка, это раз. Во-вторых, в Ингушетии никогда не было лагерей подготовки террористов. Это два. Ну, а то, что есть, были и есть члены банд подполья и пособники, которые сочувствуют такому явлению, как международный терроризм, они есть, конечно. И здесь более чем скрупулезная и профилактическая, там не надо, и очень жесткая работа, проводимая органами правопорядка, основную роль, которую играет Федеральная служба безопасности, в целом оперативный штаб по республике Ингушетия. И, конечно, это все делается в тесном взаимодействии с органами власти. Мы серьезно проводим профилактику с этим явлением. И сегодня имеем успехи, если в частности брать Республику Ингушетия. Да, мы не гарантируем, я постоянно об этом говорю, почему? Потому что мы видим определенные угрозы, но тем не менее сегодня у нас успехи есть. И наш регион, Ингушетия, в целом в округе сегодня является там, со Ставропольским краем, делит первое и второе место периодически по безопасности, по стабильности. И это один из самых главных успехов 2016 года, на котором мы добились в республике. Помимо строительства, всего остального, мы укрепили безопасность. А в части того, что вы сказали, что Европа задыхается,
тоже хотелось бы подчеркнуть, что Европа и другие страны совершили одну ошибку. Они изобретают велосипед, который Россия уже, к сожалению, на своем горьком опыте, на крови, на больших жертвах уже изобрела. У наших спецслужб есть колоссальный опыт. Но из-за того, что не хотят или на каком-то этапе, как бы сказать, не совсем нравится, лучше пускай будет свои жертвы, но без помощи так называемых русских, да, поэтому они и получают. И рано или поздно им придется обратиться за помощью, поделиться опытом и совместно работать. В том числе с теми, кто отсюда, с России, ушел и в Европу, в частности, и там за тех создали спящие ячейки. А сейчас, когда по команде со стороны эти же, которых пригрела Европа, начали сегодня совершать террористические акты и руководить этими процессами. Поэтому, конечно, если бы с первого дня лидеры европейских государств, в целом и спецслужбы, понимали бы правильно, что террорист, он в любой точке, он террорист, и для него нет ничего человеческого, я думаю, что в сегодняшней ситуации в Европе уже не было бы. Почему? Потому что эти кордоны, фильтрационные пункты, которые отслеживали бы перемещение пособников, террористов, бандитов во взаимодействии со всеми спецслужбами мира, я думаю, что в этом случае мы бы, то есть Европа бы не пропустила через эти лагеря, через эти фильтрационные пункты, лагеря беженцев, тех, кто туда едет именно взрывать или организовывать террористические акции. Ну, пока, к сожалению, как мы видим, Европа не заинтересована в том, чтобы в полной мере перенимать этот наш опыт, в том числе опыт наших северокавказских республик. Я думаю, что скоро лидеры, в том числе европейских государств, сменятся, которые новые придут, они все равно поймут, что без этого, в том числе и наш лидер Владимир Путин, он всегда подчеркивал и говорил, что без совместных действий спецслужб мира, не России, мира, потому что и российским спецслужбам тоже тяжело справиться с этим явлением. Это же не от того, что мы там одни сильные, мощные, опытные, а другие не опытные. Нет. Это должна быть совместная работа. Почему? Потому что у террористов нет границ, международных или других. Они перемещаются с одной точки в другую. А вот если в любой точке планеты у террориста под ногами будет гореть земля, тогда, конечно, это будет легче с ним бороться. И желающих стать террористами или пособниками, или вступить в их ряды, их будет на порядок меньше или вообще их не будет. Спасибо большое, Юнусбек Бамангереевич, за то, что были гостем нашей студии, рассказали, в том числе, о чем шла речь сегодня на встрече с президентом в Кремле с Владимиром Путиным. Спасибо. У нас в студии был глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров.